Добро пожаловать на подкаст «Айсалык. Все о налогах и бизнесе». Это подкаст Государственной налоговой службы, где мы говорим о сложном простыми словами. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственной налоговой службы Куанычбек Исабеков. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы обсудить недавний президентский указ, который вышел буквально на днях. Не могли бы вы нам рассказать о том, коротко, о чем этот указ и какие новшества он несет для наших налогоплательщиков? Добрый день еще раз. И прежде чем рассказать про указ, хотелось бы отметить, что последние несколько месяцев мы очень активно во главе с председателем Алмамбетом Насырхановичем мы встречались с бизнесом, в том числе и крупным, средним и малым. То есть это и представители торговли, это представители рынков. И мы считаем, что очень много полезного извлекли. И этот указ от 18 апреля издан. В первую очередь он направлен на упрощение. В первую очередь это введение патентной системы, но патентная система не в том виде, в которой она была раньше, а, можно сказать, в таком модернизированном. И стоит отметить, если, допустим, у кого-то оборот выше, то, соответственно, ставка патента будет выше. И, соответственно, если у кого-то небольшой бизнес, небольшая торговля, то относительно такие приемлемые ставки патента. То есть появляется градация в патентах? Безусловно. Вот на примере Дордоя. Есть самый минимальный порог, оборот это до 4 миллионов. И в месяц ставка 1500 сомов. Или же, например, самый крупный это 200 миллионов и выше, если оборот, то в месяц 84 тысячи сомов. То есть в любом случае это вот такая градация. И сами предприниматели, вот на примере Дордоя, говорят, что почему, например, в том ряду тот контейнер, имея такой же оборот, чем у меня, платит меньше. То есть здесь более такая справедливая система. Те, которые уже привыкли, хотят применять ККМ, где-то сэкономить при нулевой ставке и не оплачивать, например, налог, они могут оставаться на нулевой ставке. Если, например, кому-то удобно перейти на патентную систему, оплачивать налоги, но работать в более упрощенном виде, не применять ККМ или же, например, на базарах не применять счет-фактуру, то им дается такая возможность. И на самом деле сейчас вообще политика налоговой службы направлена на то, чтобы сделать комфортные условия для работы и в то же время повысить налоговую культуру. В скором времени закон будет приниматься по указу президента. Для тех, кто на патенте, будет освобождение и по ККМ, и по электронным счетам-фактурам. То есть будет упрощение практически по всем параметрам. Мы, когда встречались с ними, как я уже до этого говорил, они отмечали очень многие проблемы, что в контейнере очень сложно применять, нужен компьютер, нужен бухгалтер, холодно, например, зимой и так далее, и так далее. И здесь мы, идя на упрощение, конечно, не забываем о том, что все-таки в будущем мы должны переходить на учет, но переходить поэтапно, потихоньку и так, чтобы это было как-то незаметно. И на это есть у нас планы. Это та же, например, счет-фактура, но с более упрощением самой формы счет-фактуры, оформления, чтобы где-то, если, например, кто-то торгует несколькими наименованиями товаров, то, например, через телефон спокойно, удобно было. Плюс потихоньку мы идем, можно сказать, в интеграцию с банковской системой. Вопрос мне как раз. Многие спрашивают, QR-код относится к безналичной или к наличной системе оплаты? QR-код, здесь надо понимать, что по требованиям налогового законодательства недавно были внесены изменения, и безналичным считается именно перевод с одного счета на другой счет, это будет переводом. То есть, например, если простой гражданин, физическое лицо, покупает товар у
субъекта предпринимательства. Ну, скажем, в каком-нибудь комке молоко покупает. Да, он со своего, например, электронного кошелька перечисляет на электронный кошелек этого субъекта предпринимательства, это будет считаться безналичным расчетом. Даже если наличный кошелек. Даже, в смысле, имея в виду, что есть же понятие бизнес-счет, да? Счет индивидуального предпринимателя, а есть свой личный счет. Вот если я купила молоко и деньги перевелись на личный счет, не бизнес, не привязанный к индивидуальному предпринимателю, это будет считаться безналичным или наличным платежом? Вот для нас безналичный расчет – это перевод со счета на счет. Если, допустим, один из них субъект предпринимательства, то, безусловно, у него должен быть предпринимательский счет. То есть, если, например, гражданин и магазин, то у магазина должен быть предпринимательский счет. И тогда мы будем считать, что это легально, официально и безналичный перевод. То же самое, например, между субъектами предпринимательства. У нас сейчас даже вот крупные поставщики сталкиваются с трудностями, когда они поставляют товар в такие же магазинчики, например, или, может быть, на рынке, и этот представитель рынка или, например, магазина оплачивает на счет не со своего предпринимательского счета, а, допустим, с электронного кошелька физического лица, или со своего, или, может быть, другого лица. И здесь как раз-таки вот этот принцип оплаты безналичным расчетом не будет работать. То есть, допустим, субъект, крупный поставщик на едином налоге, у него ставки 4,2, то есть наличный расчет 4, безналичный 2. Если он, допустим, поставил товар, этот субъект, магазин, оплатил не со своего предпринимательского счета, мы будем считать, что это не безналичный расчет, и есть риски до начисления ему ставки в размере 4%. И это первое. Раз мы затронули тему безналичного расчета, есть еще такой момент. В феврале внесены изменения, когда субъект, если использует счет другого лица, допустим, этот же магазинчик, часто бывает, вот мы, например, ходим, покупаем товары в магазине или в кафе, хотим оплатить QR-кодом безналично, там не этот счет там, этого заведения или там, магазина, а какого-то физического лица. Это зачастую так, и сейчас уже приняты изменения, в соответствии с которыми налоговая служба в ходе налогового контроля, если выявит такой факт, то первое – это будет предупреждение официальное, то есть чтобы не было такого, что я не знал, почему, вы должны были проинформировать там, и так далее, и так далее. То есть первый раз предупреждение, второй раз уже штраф в размере 65 тысяч сомов. Продолжая тему внедрения патентов, очень много вопросов поступило. Будет ли патент на общепит или фармдеятельность? По фармдеятельности однозначно патента не будет. По общественному питанию, я думаю, можно рассмотреть, если это касается таких небольших точек общепита, может быть, фастфудные такие небольшие, я думаю, можно для них сделать, потому что это тоже представители малого бизнеса, и готовить, например, те же самсы, ну или там гамбургеры, допустим, и еще пробивать ККМ, то есть, на самом деле, возможно, есть неудобства, а цена вопроса и в целом упрощение, я думаю, должно быть. Поэтому для небольшого бизнеса общепита, я думаю, можно рассмотреть. Нужно ли сдавать отчеты тем, кто на патенте? Нет, кто на патенте, они не сдают отчеты, во-первых. Раньше те же самые вот представители или патента, или вот недавно, которые сейчас на особой зоне торговли, они должны были сдавать ежегодную единую налоговую декларацию. Мы и от единой налоговой декларации тоже отказались, потому что на самом деле вот субъект, он оплачивает патент, это по сути вот уплата налога.
И просто сдавать отчетность, учитывая, что даже если у этого предпринимателя есть имущество, может быть, какие-то операции банковские, мы уже видим, во-первых, это интеграция систем налоговой службы и учреждений УНА, кадастра по имуществу, мы видим. Поэтому мы считаем, что нет необходимости. И более того, если, допустим, вот банковские операции, да, допустим, мы по ним тоже уже постепенно переходим к тому, чтобы уже видеть эти операции. Конечно, мы каждому гражданину не будем предъявлять, но, возможно, если будут какие-то риски, допустим, вот мы сейчас обсуждаем и с Нацбанком, и с коммерческими банками ту проблему, которая касается предпринимателей. Те, которые занимаются предпринимательской деятельностью, используют электронные кошельки физических лиц и на самом деле нарушают банковское законодательство. И мы буквально за небольшой период в ходе контроля выявили 12 тысяч субъектов, и уже направили в коммерческие банки и Национальный банк с тем, что нарушается банковское законодательство, которое гласит, что каждый счет банковский, электронные кошельки, они должны использоваться по целевому назначению. То есть, если физическое лицо открывает электронный кошелек, то только для личного пользования, не для предпринимательских целей. И мы, когда приходим в магазин, в общепит, кафе, и видим использование таких кошельков физических лиц, то это прямое нарушение. И как выявить? Вот коммерческие банки тоже задаются вопросом, да, мы понимаем, но это сложно и так далее. Мы говорим, и мы сейчас над этим будем работать. Возвращаясь к ставкам единого налога и новому указу, вы можете подытожить и сказать в итоге, какие ставки остаются, а какие упразднены, и какая отчетность по ним будет? По единому налогу ставки остаются на нулевой ставке. Нулевая ставка по-прежнему до 15 миллионов, если оборот не превышает. И раньше и так было полное освобождение от отчетов, было только ЕНД. ЕНД тоже убрали. То есть те, кто на нулевой ставке, они спокойно работают, ККМ должны пробивать, и через ККМ мы видим всю их деятельность, какие обороты и так далее. Далее на едином остается ставка 0,5 от выручки для торговли с оборотом до 50 миллионов. Раньше было до 30. Да, порог увеличен, но сниженная ставка осталась. Упраздняются ставки 0,1 и 1%. Далее это стандартные 4,2, наличные 4, безналичные 2. Это что касается торговли. Что касается других видов деятельности, услуги, работы, общественное питание, у них полностью остаются те ставки, которые и сейчас работают. Отдельно хочу отметить ювелирную отрасль. У них сейчас, да, они могут и на нулевой теоретически, и 0,5, до этого 1. Для них, если, например, 50 миллионов они превысили, стандартная ставка 4,2. И многие отмечают, что это высокая ставка. И на самом деле мы, проработав этот вопрос, учитывая, что многие находятся в тени, в том числе производители ювелирных изделий, у нас оказывается очень много, можно сказать, кустарного производства, но которые хотели бы выйти в свет, спокойно работать, потому что если они официально работают, у них есть официальные доходы, они могут брать кредиты, и сейчас даже прорабатывается вопрос предоставления льготных именно им кредитов. Почему? Потому что потенциал большой. У нас в Кыргызской республике не менее 20 тонн золота добывается. К сожалению, есть проблемы. Это больше, безусловно, не налоговой службы касается, но налогооблагаемой базы. Потому что, имея добычу золота, у наших отечественных ювелиров практически нет доступа к этому золоту. Потому что преимущественное право только у
Кабинета министров и Национального банка по выкупу золота. Если, допустим, Нацбанк, Кабинет министров не выкупил, то производители, они экспортируют, потому что по рыночной мировой цене и так далее. Но даже имея преимущественное право, Нацбанк свое право использует, они выкупают, а Кабинет министров не выкупает. То есть раньше были механизмы, где-то сложные, может быть, поэтому они были отменены. И мы сейчас поднимаем вопрос о том, что это право по закону не используется со стороны Кабинета министров. И в указе есть отдельное поручение создать условия для наших отечественных производителей ювелирных изделий по доступу и по производству ювелирных изделий. И плюс еще вот сниженная ставка 0,25. То есть мы думаем, что если даже вот из 20 тонн какую-то часть направлять на производство ювелирных изделий, это, во-первых, и рабочие места, это высокая добавленная стоимость, то есть не просто золото как сырье продавать, но можно даже экспортировать ювелирную продукцию. Не говоря уже о том, что можно внутри восполнить наш рынок. И вы, наверное, знаете, что у нас 80-90% это импортные изделия. С той же Турции, с Индии и с других стран. И там тоже большие вопросы по растаможке. Мы знаем, наши коллеги из таможенной службы объясняли, что очень сложно их администрировать при импорте, потому что они тогда вообще не будут показывать разные способы. Даже некоторые люди на себя там одевают, и что это для себя они купили, там, с Турции, допустим. Мы говорим, хорошо. И вот мы с нашими производителями и торговцами честно, можно сказать, обсудили, сказали, вот мы идем на снижение, мы будем решать доступ к нашему золоту, но будьте добры, при реализации, даже если вы будете продавать импортные изделия, чтобы вы показывали, как есть. И мы уже там будем выявлять эти импортные изделия, если они будут без документов или с какими-то нарушениями, будут жесткие меры. Это все направлено на то, чтобы было развитие нашего производства. Здорово. У меня такой вопрос. Очень много вопросов поступило о процедуре. Вот эти все изменения, которые упомянуты в указе, когда они вступят в силу? Очень хороший вопрос, потому что многие думают, что вот указ вышел, все, завтра можно брать патенты. К сожалению или к счастью, это не так, потому что эти все требования в налоговом кодексе, и вообще у нас изменения в налоговый кодекс один раз в году, и должны быть приняты только вот к концу года со вступлением в силу с 1 января следующего года. Но у нас есть исключения по внесению изменений. Это когда вот прям срочно нужно, это устранение противоречий, пробелов, и по решениям президента Кыргызской республики. И как раз таки этот указ является исключением и направлен полностью на поддержку и снижение налоговой нагрузки. Поэтому здесь, можно сказать, ожидания и бизнеса. В этой связи проект закона уже был разработан по первому указу. Вы помните, в январе это вот списание задолженности, это отмена налога на транспорт и другие. И в соответствии с этим указом планируется как раз таки в этот проект закона внести дополнение. И эти изменения мы планируем принять до каникул, до лета, до 1 июля, если точнее. Конечно, я думаю, приложим все силы, чтобы и раньше принять. Надо отметить, что и депутатский корпус также проинформирован и выразил полную поддержку. Буквально вот 2 недели назад мы предоставляли информацию о проводимой работе по налоговому администрированию, и депутаты выразили поддержку, что очень хорошие изменения идут, и они готовы поддержать. Кунджибек Мырза, объясните, пожалуйста, что такое анонимная продажа? Вот мне совершенно
Это понятие непонятно. Можно в 2 словах объяснить, что это такое, для чего это вообще как бы ввелось? Да, в указе президента есть такая норма, как реализация в адрес обезличенного субъекта. На самом деле это действующая норма. Буквально вот в 2023 году была введена норма, когда субъект реализует товар, но, можно сказать, без указания его данных, но в большом количестве. И на самом деле мы понимаем, что это субъект, обезличенный субъект, тот субъект, который или, например, без налоговой регистрации работает, или же, допустим, есть налоговая регистрация, но он отказывается от покупки, от приобретения товара, если будут указывать его данные. То есть, допустим, поставщик реализует товар кому-то без указания его данных, ИНН, наименование и так далее. Тогда это считается как реализация в адрес обезличенного субъекта. И сейчас действующая ставка, она намного выше, чем стандартная ставка. Если стандартная ставка 1% налога с продаж, то в адрес обезличенного субъекта 4%. И эту ставку 4% предлагается снизить до 2%. И здесь на самом деле много причин, но в целом это снижение связано с тем, чтобы уменьшить нагрузку и стоимость товара, и чтобы те предприниматели, в том числе на рынках, которые приобретают товары у крупных поставщиков, чтобы они не избегали и не находили какие-либо пути приобретения товара и вовсе, например, контрабандного или там неучтенного. Поэтому здесь идет снижение на 2%. И сразу, касаясь налога с продаж, в указе президента идет снижение ставки налога с продаж, если товар реализуется в адрес субъектов со сниженной налоговой нагрузкой. Это те же самые субъекты, например, сейчас особой зоны, Дордой, Харасу, или же ставки единого налога, как 0%. А кто этот налог с продаж платит? Оба или Нет, только одна сторона? Да, одна сторона, кто реализует. Допустим, большая компания производит напитки. Они реализуют товар в адрес базара или, допустим, магазина, который на ставке 0%. То тогда ставка сейчас налога с продаж 3%, если наличный расчет, 2%, если безналичный расчет. Эти ставки снижают на один шаг. То есть 3 и 2 снижается до 2 и 1 соответственно. Это тоже мы считаем, что будет такой поддержкой и снижением нагрузки на стоимость товара. Угу. Еще вот вопрос про налогообложение иностранной компании. Вот позвольте, зачитаю. Если на счет иностранной компании или третьего лица по ее поручению поступают деньги, с которых она получает доход, нужно заплатить налог 0,2%. Можно поподробнее? В каких случаях это должно происходить точно? Да, у нас, я думаю, в связи с ситуацией вообще в целом в регионе, в мире идет очень большой процесс где-то интеграции, глобализации вообще финансовых перетоков и так далее. Через Кыргызскую республику начали проводиться очень много платежей. И, соответственно, чтобы Кыргызстан тоже имел какую-то выгоду от этого процесса, буквально вот в феврале в принятом законе были внесены изменения в статьи 249 прим. 1 и 249 прим. 2. Приняты новые статьи, в соответствии с которыми при таком случае, когда по поручению или в адрес, например, иностранной компании
наша организация или филиал представительства иностранной организации перечисляет денежные средства, то от общей суммы необходимо уплатить налог на доход иностранной компании в размере 1%. Сейчас мы видим сигналы, что 1% это высокая ставка, потому что обороты большие, и если будет 1%, то есть риски, что часть уйдет из Кыргызстана, и эти потоки будут через другие страны. Поэтому предлагается снизить ставку до 0,2. И, на наш взгляд, сниженная ставка, она, наоборот, будет способствовать, чтобы через Кыргызстан переходили такие финансовые потоки. И здесь и банковская система зарабатывает, и с такой ставкой 0,2 будут поступать налоги в бюджет. В указе говорилось о том, что теперь не будет штрафов за отсутствие первичных документов. Если смотреть логику последних месяцев, у нас сначала был дедлайн 1 апреля за легализацию товара. Да? То есть предприниматели, легализовав товары, могли не бояться штрафов. Потом появилась новая норма, когда освобождаются от штрафов до конца года предприниматели за отсутствие первичных документов. Что теперь будет и на какой период отсутствие штрафов за первичные документы? Это очень такой важный момент, потому что раньше, учитывая в целом все меры направлены на полностью перевод на учет, на все инструменты, ККМ, счет фактуры, ЭТТН. В прошлом году много было прецедентов, когда было доначисление налогов субъектам, если у них отсутствуют документы на имеющиеся товары. Раньше ставка была 10%. Если, допустим, есть товар без документов, то по средней рыночной цене 10% доначислялись этим субъектам. И на самом деле очень много было недовольства в прошлом году. И когда проект закона уже проходил финальную стадию, в режиме второго чтения, были предложения, чтобы снизить 10% до 5%. И там где-то уточняющие моменты. И плюс еще была принята норма по легализации остатков товаров, на которые отсутствуют документы. Потому что многие, например, магазины, торговые центры, кто торговал в торговых центрах, жаловались, что они, например, покупают товары на базаре, там документов не дают. И там на базаре документов не дают, и, соответственно, им тяжело без документов, плюс еще им доначисляют. Поэтому в принятом законе две нормы. Первая – это снижение с 10 до 5% за отсутствие документов и возможность один раз легализоваться. Но в процессе легализации, которая должна была пройти до 1 апреля, мы столкнулись с тем, что очень много предпринимателей выражали недовольство, выражали обеспокоенность и отмечали трудности в процессе легализации. То есть надо было все товары, которые есть, полностью посчитать, наименование и так далее, цены, стоимость указать. Поэтому в рамках нашей работы по упрощению поддержки со стороны налоговой службы был издан приказ о моратории до конца года в отношении малого и среднего бизнеса. И, соответственно, мы отмечали, что можете не легализовывать товары, что мы до конца года к вам не придем. Соответственно, те остатки, которые есть, можно было спокойно реализовать до окончания моратория. В ходе наших обсуждений с бизнесом мы пришли к выводу, что
малый и средний бизнес, даже вот после моратория в целом можно освободить от ответственности за отсутствие документов. То есть, учитывая, что у нас сейчас упор в первую очередь на крупный бизнес, вот многие, например, предприниматели на рынках, когда вот и на митингах, да, всегда они говорили, вот границу закройте, то есть сделайте такой хороший контроль на границе, и не надо нас дергать. И мы на самом деле сейчас упор делаем на контроль на границе, на контроль крупных субъектов, заводов, производителей. И, соответственно, малый и средний бизнес мы не хотим вот в ходе рейда там на этот товар, где документ, на этот, и доначислять. То есть правильно я понимаю, с внедрением в налоговый кодекс изменений, согласно этому указу, отсутствие штрафов на первичные документы будет на постоянной основе? Да. На малый и средний бизнес будет на постоянной основе. В отношении крупного бизнеса санкция 5% останется. То есть кто-то, допустим, контрабанда или неучтенкой сумел завести товар каким-то образом. Или, например, здесь какие-то подпольные цеха, да, что-то произвели. И, соответственно, если мы выясняем у них, находим эти товары, или кто у них купил, которые относятся к крупному бизнесу, то 5% будем доначислять. В отношении малого и среднего бизнеса мы не будем. Почему? Потому что на самом деле малый бизнес говорит, почему вы нас мучаете? Вот да, мы купили, допустим, да, у субъекта, почему вы его не нарушаете за то, что он реализовал товар без документов, да, или каким-то образом импортировал или произвел в крупных, да, например, объемах, а вы нас дергаете. И на самом деле мы сейчас идем к тому, что да, это, наверное, большая работа налоговой службы, выявлять этих крупных субъектов, которые где-то уклоняются, где-то и вовсе без регистрации, без документов товары, например, или производят, или импортируют. И сейчас в структуре налоговой службы мы перестраиваем вообще подход к работе и упор планируем сделать на аналитическую работу. И чтобы наши аналитики полностью выявляли, я думаю, вплоть до того, что, например, цены на тот или иной товар, допустим, где-то продаются ниже, да, и если они ниже средней, то уже пойдут как бы, ну, выявление этих схем вообще работы. То есть упор, и наш вот председатель отмечает, что нужно делать на выявление вот таких крупных игроков. А то, что, например, мелкий купил у таких, да, и мучить и кошмарить мелкий, да, мы от этого хотим отойти. Спасибо. Еще такой вопрос, что такое зачет по НДС вообще? Объясните, я совершенно вот чайник, я не в бизнесе, для меня это вот просто какая-то китайская грамота. Что значит зачет по НДС и только по безналичной оплате? Вот эта норма тоже введена в новом указе. Да, вообще зачет НДС это касается крупного бизнеса, который зарегистрирован на общем режиме. Оба являются плательщиками НДС, и одна компания продает товар другой компании. Другая компания, чтобы она имела право взять к зачету, то есть товар с НДСом, и этот НДС они берут к зачету, чтобы потом, когда продают дальше, они используют эту сумму. То есть, ну, для примера, допустим, одна компания купила у другой товар за 100 сомов. Соответственно, с НДСом это будет 112. 12 сомов они берут к зачету. И когда они продают, допустим, товар за 110 сомов, соответственно, НДС будет уже 13,2%. Это 12% от 110. Это будет 13,2. Они имеют право сминусовать 12%, 12 сомов. И, соответственно, они заплатят в бюджет только разницу. Ну, допустим, супермаркет купил товар у импортера, вот, как я сказал, за 100, за 110 продает, берут к зачету те 12 сомов,
которые НДС, и разницу 13,2 минус 12, 1,2 они должны заплатить в бюджет, только разницу. И здесь ключевой момент, что именно вот эти 12 сомов, они могут взять к зачету, то есть сминусовать со своего НДС. И для увеличения безналичного расчета в свое время была принята норма, что к зачету, если сумма превышает 300 тысяч сомов, то платеж должен быть только безналичным расчетом. То есть этот импортер супермаркету только посредством перевода через банковские счета. На практике выявляются случаи, когда импортер, допустим, в нашем случае, супермаркету по факту продал за наличный расчет, но в документах указывается, что это вот безнало. И здесь в указе президента дается поручение, чтобы был конкретный механизм, что вот этот платеж, он был именно безналом, безналичным расчетом, чтобы налоговая служба потом посредством проверки и в том числе банковских операций увидела, что на самом деле это был безналичный платеж. И предварительно это будет субъект в отчетах будет указывать конкретные банковские реквизиты этих платежей. То есть можно сказать, что здесь поручение, можно сказать, в полной мере реализовать то требование, которое уже есть в 316 статье Налогового кодекса. Еще такой вопрос про уменьшение налогооблагаемой прибыли. Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Я думаю, это очень такой ключевой момент, и постараюсь дать информацию. У нас буквально вчера, мы говорили, что представители рынков раньше должны были и ЭТТН, и электронный счет-фактуру оформлять, если они продают товар другому субъекту предпринимательства. ЭТТН отменили, практически по всем товарам, оставалась электронная счет-фактура. Для удобства предпринимателей на рынках и в целом мелкооптовые, которые на сниженных ставках единого налога 0,5, 1 или особая зона Дордой-Карасу, с учетом их обращения, что в электронном виде им тяжело, даже если ЭТТН отменили, электронную счет-фактуру также трудно оформлять. Было принято решение оформлять хотя бы бумажную счет-фактуру. И мы отмечали, что с 1 сентября будет гибридная, то есть через телефон и бумажная счет-фактура. Сейчас с учетом внедрения патентной системы в целом уже на все рынки, аналогичную, которая на Дордое и в Карасу, возник вопрос. На патент они переходят, а электронную счет-фактуру или бумажную гибридную должны оформлять или нет. И сейчас в рамках нашей работы в целом по поддержке малого и среднего бизнеса, учитывая реалии наших базаров, принято решение, что базары, если реализуют другим субъектам предпринимательства товары, и эти субъекты, которым продается товар, это представители такого же малого и среднего бизнеса. То есть это и те же магазины, которые будут или на патенте, или на нулевой ставке, или 0,5 единый налог. Или же в торговых центрах, бутики там есть также. И учитывая, что для них мы отменяем санкцию за отсутствие документов, будет освобождение в целом. То есть если базар продает такому субъекту, малому бизнеса, то счет-фактуры вообще не будет. Но здесь вопрос стал по крупному бизнесу, который, есть представители, которые закупают товары на базарах. Те же самые, допустим, кафе, которые на базарах продукты питания приобретают. Или же, например, строительные компании,
стройматериалы какие-то, бывает срочно, да, что-то нужно, на базаре купили. И тогда возникал вопрос именно по представителям общего режима. Смогут ли они на вычеты отнести расходы на приобретение товаров на базарах? И, конечно, было бы идеально, если бы базары оформляли счет-фактуру, то есть классическая схема, да, когда продавец оформляет электронную счет-фактуру. Но учитывая, что это тяжело базарам, и на самом деле мы до этого отмечали объективные причины, сейчас принято решение, что тогда вот кто покупает, раз ему нужно, да, это право выбора, он может приобретать у других субъектов, которые спокойно его адрес электронной счет-фактуры оформят. То есть есть субъекты на общем режиме или на едином, вот 4.2, крупные, например, они умеют оформлять электронную счет-фактуру. Базары, им тяжело, поэтому принято решение, тогда покупатель оформляет электронную счет-фактуру в системе, и товар оформляет свой адрес с указанием реквизитов продавца. Этот механизм на самом деле уже есть, работает. Буквально год-два назад мы его приняли, когда переработчики сельхозпродукции, допустим, там молочные заводы или там консервы, приобретают товар у сельхозпроизводителя, учитывая, что тот же сам наш фермер, тоже ему тяжело оформлять счет-фактуру, механизм, что покупатель, завод оформляет, да. Вот такой же механизм принято реализовать и при приобретении товаров на базарах. Надо отметить, здесь такой есть момент, что некоторые субъекты общего режима могут злоупотреблять тем, что, допустим, они один раз купили у, там, допустим, Эшматова, да, который на патенте, на базаре, его реквизиты есть, один раз купили, все указали в счет-фактуре и оформили свой адрес, и, соответственно, на расходы, на вычет они отнесли. В следующий раз, допустим, какие-то товары, допустим, он или как-то каким-то путем неучтенкой, и контрабандой, или и вовсе, допустим, он не приобретал эти товары, но указывает этого, например, Эшматова, как будто он у него купил на расходы и, соответственно, уменьшил налогооблагаемую прибыль и, соответственно, меньше уплатил налог на прибыль. Чтобы этих рисков не было, и, соответственно, могут быть вопросы к этому представителю базара Эшматову, ну, допустим, да. Почему? Потому что какой-то субъект показывает, что он у него 10 раз купил на какую-то большую сумму, а этот, например, предприниматель на каком-то сниженном обороте, ну, допустим, там 8 миллионов, патент платит, а у него уже там, вот кто у него купил, показывает, что вот у него покупал, и у него уже даже один субъект у него покупал, уже 8 миллионов, например, превысил. Конечно, могут быть вопросы, мы придем к этому предпринимателю базара, скажем, вот какая-то компания у тебя, оказывается, больше 8 миллионов уже приобрела, а ты сидишь на 8 миллионном обороте. Он начнет доказывать, ой, он у меня только один раз купил, и все, какие 10 раз, там, на какую сумму. То есть, чтобы вот таких вопросов не было, мы планируем в ближайшем времени внедрить механизм, ну, по крайней мере, рассматриваем такую возможность, чтобы был механизм подтверждения, что да, на самом деле он у меня купил на такую-то сумму. То есть представителю базара сложно будет оформлять, допустим, счет-фактуру, пускай покупатель оформляет, раз ему нужно, да, это мы его не заставляем, он сам хочет купить на базаре, может быть, там цена ниже, там и так далее. Но вот этот механизм подтверждения со стороны продавца, чтобы был, и в первую очередь это направлено на защиту этого продавца, чтобы покупатели не злоупотребляли, можно сказать, им. Угу, понятно, спасибо. Еще вот такой очень интересный пункт, который интересует налогоплательщиков, о том, что налогоплательщики будут освобождены от налоговых обязательств в случае обмена недвижимым имуществом для государственных нужд. Вот можно поподробнее об этом? Здесь речь идет о том, что вообще
для государственных нужд мы буквально вот в прошлом году освободили суммы компенсаций. То есть бывает так, что, вот, например, дорогу расширяют. У нас был случай, вот, когда в сторону Харабалты дорогу расширяли, там добровольно предприниматели, которые вышли за красную линию, да? Нет, они даже не выходили, они законно все работали, но оказались в зоне расширения дороги. И там, на самом деле, вот за хорошую сумму они как бы продали, то есть на компенсацию, да, им дали на расширение. Но получилось так, что у них возникли налогообязательства. И мы буквально в прошлом году их освободили от обязательств. Если, допустим, государство само просит, вот надо расширить дорогу, мы по рыночной цене, как полагается, заплатим и в то же время освободим от уплаты налогов. То есть здесь, учитывая, что государство просит, и плюс еще заставлять их налоги платить, вот было уже освобождение. И на самом деле вот, жизнь такая штука, что какие-то новые могут быть случаи. И сейчас есть на практике, когда для государственных нужд, например, есть необходимость обмена участками, допустим, земельными. И здесь тоже, чтобы вот это в поддержку на самом деле бизнеса, чтобы у них не возникали расходов, да? налоговых обязательств, государство говорит, раз вот идет обмен, мы вас также освободим. То есть это, можно сказать, даже такой стимул для того, чтобы бизнес, если он захочет, например, обменяться, он обменяется и без налоговых обязательств. Допустим, в другом случае, он, если бы с другим субъектом предпринимательства обменивался бы, у него бы там возникали бы. И, соответственно, если он не захочет, это его право, он как бы отказал. Поэтому здесь чисто, чтобы такой был стимул, чтобы не было дополнительной нагрузки при обмене имуществом. И можно еще вот два вопроса, Блиц, они не совсем касаются, да, темы указа. Поступил такой вопрос. У меня ИП, на едином налоге со ставкой 0%, есть ККМ-аппарат. Можно ли также мне оставить и дальше оплачивать соцфонды, или мне нужно будет на патентную систему переходить? Да, вначале, как я уже говорил, есть право выбора. Он может остаться на нулевой ставке, может перейти на патент. Что будет с особым режимом при введении патентной системы? Давайте еще раз это скажем вкратце. Особый режим и патентная система, они, можно сказать, объединяются, и будет та же система. Вот кто на Дордой и Карасу работает, они спокойно будут также работать. Наоборот, их систему внедряем на другие рынки. Поэтому они спокойно могут оставаться и спокойно работать на своем режиме. Спасибо большое, Куанджибек Мырза, что пришли, уделили время и рассказали о всех подробностях. Спасибо. Вам спасибо.